В эфире телеканала программа «Актуальное интервью». В студии работает Кристина Якупова. 10 апреля Якутия стала одним из первых регионов страны, принявших участие в ежегодной акции «Тотальный диктант». В этом году именно Якутск по результатам всенародного голосования стал столицей проведения «Тотального диктанта». На главной площадке в Доме дружбы народов имени Кулаковского специально написанный для акции текст прочитал его автор, известный российский писатель Дмитрий Глуховский. Сегодня он гость нашей студии. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы пополнили ряды ярких и талантливых диктаторов. Как известно, каждый год столицу выбираем всем миром, столицу «Тотального диктанта». В этом году мы знаем, что вы выбрали, проголосовали за Якутск. Расскажите, почему именно Якутск? Вы знаете, справедливости ради, мой голос был не единственным, а только одним из нескольких, но я во время обсуждения кандидатов на должность столицы «Тотального диктанта» всячески топил за Якутск. Потому что лет 9 назад был здесь первый раз, и мне, знаете, ваш город очень понравился, и республика понравилась. Я, правда, к сожалению, за пределы Якутска не выезжал, но люди так как-то зашли мне, так все было душевно, тепло, искренне, по-настоящему. И то, что я увидел здесь, вот этот вот микс как бы такой советской эстетики, якутской истории, мистицизма, который проникает во все сферы жизни повседневной каждого человека, и прекрасное при этом владение русским языком, да, который, мало какая другая национальная республика может этим, мне кажется, настолько же похвастаться, как Якутия. Все это вместе какое-то совершенно удивительное оставило у меня воспоминания, впечатления, и я хотел обязательно вернуться сюда. Но прежде всего, конечно, из-за людей. А следите ли вы за новинками кино? Если да, то интересно было бы вам написать сценарий к фильму, сюжет которого разворачивается в Якутии. Вы знаете как, я посмотрел фильм «Пугало» Дмитрия Давыдова. Мне это показалось такой оригинальной, может быть, даже лучшей версией фильма «Аритмия», где тоже всех спасают от эпизода к эпизоду, только здесь это делает целительница. Я в курсе той полемики, которая развернулась здесь в связи с этим фильмом, но мне показалось, что, конечно, картина очень самобытная, и люди показаны с любовью. Но для того, чтобы самому какой-то сценарий писать, конечно, про Якутию, нужно здесь пожить. Приехать просто туристом, посмотреть по сторонам, походить по музею Мамонта, сокровищнице и царству вечной мерзлоты все-таки недостаточно для того, чтобы прочувствовать, как и чем живут люди. С одной стороны, вроде все люди одинаковые везде, вне зависимости от того, в какой стране они живут, на каком языке говорят. А с другой стороны, есть все-таки какие-то детали, специфика, и нужно проникнуться ими, чтобы брать на себя смелость и ответственность писать о них. Я бы, может быть, как-нибудь приехал бы, пожил, и тогда что-нибудь здесь такое совместно, может быть, с местными авторами в будущем написал. Сегодня существует целая вселенная метро. Ваши поклонники сочиняют свои истории в продолжении ваших романов. Вообще, как вы к этому относитесь и когда мы сможем увидеть жителей метро на экранах? Вы знаете как, проекту метро, «Вселенная метро», в котором участвуют другие авторы много лет, уже больше 11 лет. У нас даже был план написать один из романов, действие которого разворачивалось бы здесь, в Якутии, с какими-нибудь воскресшими мамонтами и шаманами и прочее. Но пока как-то этого не случилось, к сожалению. Вот. Что касается экранизации метро, то меня пригласили работать над сценарием после нескольких попыток передоверить это другим сценаристам. Я написал сейчас первый черновик сценария. Может быть, у него будет какая-то удачная судьба, но до сих пор переговоры об экранизации именно «Метро 2033», наверное, идут уже 14, что ли, лет, вот так получается, и фильма до сих пор нет. И другие какие-то вещи мои, например, фильм «Текст» или сериал «Топи», они гораздо быстрее нашли свой путь на экраны. То есть тут фактор непредсказуемости, как во всем, что связано с кино, с синергией многих людей, многих личностей и стечением многих обстоятельств. Кино — коллективное творчество, и, к сожалению, здесь все зависит не только от меня. А какую литературу вы любите читать и находится ли у вас на это время? Знаете, я читаю преимущественно в перелетах или когда куда-то еду, то есть в пути. И сейчас я перечитываю Анну Каренину, например, потому что чувствую, что... то есть добираю классику, условно говоря. Если возникает какой-то в общественном поле, в обсуждении
роман, который нельзя не прочесть, и для того, чтобы поддерживать дискуссию, да, или потому что он отражает как-то очень точно какие-то важные общественные явления, которые происходят, события, значит, рефлексию над ними осуществляет, я тогда читаю это. А так я добираю просто или освежаю в памяти набор каких-то классических произведений, потому что классикой становятся наиболее точные и наиболее красивые высказывания о каких-то извечных человеческих проблемах. Если ты хочешь на эту тему тоже что-то сказать или попытаться добавить, то надо, конечно, обратиться сначала к более ранним и более старшим товарищам. А что бы вы посоветовали начинающим писателям, как найти вообще свое место в современной литературе? Литература продолжает жить и с повальной грамотностью, и плюс с интернетом, то есть с уменьшением фильтров, которые тебе нужно преодолеть для того, чтобы добраться до читателя, число авторов стало только больше, конечно. Но повысилась конкуренция, и их голоса немножко уже сливаются для читателей в такой белый шум. Поэтому надо думать, во-первых, об уникальности своей истории, да, сделать ее как можно менее похожей на другие высказывания на ту же тему, или с похожими героями, или с похожими сюжетами. В чем будет уникальность твоей истории? И в чем будет ее виральность? Почему люди будут, вне зависимости от того, рекламирует ее издательство или нет, друг другу ту историю пересказывать другим? Что в ней такого есть заразного, требующего, извините за термин, в этот тяжелый год, пересказывать твою историю дальше? Да? Почему люди захотят делиться ей друг с другом? Ну и, наверное, нельзя забывать все-таки о том, что сегодня писатели существуют, как я сказал уже, в чудовищной конкуренции друг с другом и с мобильными телефонами, которые очень отвлекают нас от чтения и снижают нашу способность концентрироваться на длинных текстах. То есть надо думать о том, где ты своего читателя найдешь. И, конечно, социальные сети, да, не просто интернет уже, а именно социальные сети — это главный способ найти человека, которому может понравиться твоя история, до него достучаться, его как-то пригласить к прочтению, затащить в свой текст и уже рассчитывать на то, что текст его не выпустит, пока он его не дочитает до конца. Вернемся к тотальному диктанту. Вот вы написали текст к тотальному диктанту. Расскажите поподробнее о нем. Вы знаете, мне, собственно, предложили именно в связи с тем, что в 2020 году бушевала пандемия, предложили, мне кажется, стать автором текста тотального диктанта с намеком, поскольку я как бы специалист в вопросах конца света, самозваный. Они решили, что вот конец света, собственно, разворачивается у нас с вами на глазах, будет весело позвать автора, который как раз на конце света специализируется, на апокалиптике и постапокалиптике, на выживании после конца света, для того, чтобы в этот непростой год он нас каким-то образом чем-то порадовал. Но я лично эту тему почти, в общем, для себя, как мне кажется, исчерпал и решил наоборот, что надо не сгущать дальше краски, да, а поговорить о том, что в этом непростом году, который, собственно, даже больше, чем год длится пандемия, нам помогает удерживаться на плаву о тех точках опоры, которые для нас в этом неспокойном и нестабильном мире существуют, о семье. И не семья как папа, мама, я, да, а семья как род, как преемственность поколений, наши отношения с нашими родителями, наши отношения с нашими детьми, как какие-то важные устремления, мечты, желания, иной раз, может быть, проклятия от одного поколения спускаются к другому, как мы пытаемся не передать то плохое, что есть в нас и было до нас, в нашем роду, нашим детям, как мы пытаемся наделить наших детей нашими собственными неосуществленными мечтами, чтобы они хотя бы за нас что-то доделали, сделали и стали теми, кем мечтали стать мы. И как это все, как мы по большому счету, понятно, что мы смотрим на себя как на начало, особенно в молодом возрасте, да, рода, но как по большому счету мы являемся просто вот таким связующим звеном между прошлым и будущим, между тем, что было до нас, и тем, что будет после. Вот эта связь времен через поколение одной семьи стала главной темой моего текста для тотального диктанта. А на ваш взгляд вообще как все прошло? Во-первых, супер прием. То есть я совершенно не разочаровался. Мне кажется, что... То есть я знал, что Якутия будет принимать тепло,
потому что очень ценит и гостей, ну, вы знаете, чем жестче природные условия, тем больше потребность спрятаться в воображаемом мире каком-то. И мне показалось, что культура и литература, да, Якутия как самая читающая республика внутри Российской Федерации, самый читающий регион, культура — это очень такое теплое, надежное и защищающее тебя от внешнего мира убежище, куда ты стремишься сам. И все объекты культуры, которые я посетил, где проходили мои встречи и с якутскими кинематографистами, и с якутскими драматургами, и просто с читателями, находятся в отличном состоянии, на удивление. Ну, по крайней мере, вот в Якутске в самом. Это говорит о том, что люди сюда ходят, им это надо, и они здесь как бы, ну, прячутся от внешнего мира, условно говоря, понимаете? И то, с каким, в общем, теплом и радушием, и искренностью, а я могу, в принципе, искренность от неискренности отличить, меня здесь встречали, и то, с какой готовностью республика приняла тотальный диктант, меня заставило, в общем, в очередной раз почувствовать это тепло. Я понимаю, что здесь людям это надо, здесь люди этому рады. И это ощущение тепла и гостеприимства и радушия, оно очень искреннее, и тут обмануться нельзя в этом совершенно. А расскажите о своем журналистском опыте. Помогает ли вам журналистика в писательстве? Знаете как, я не... Ну, скорее есть некие свойства мои собственные, личностные, которые меня и в журналистику привели, и в литературу. И это я, в принципе, очень интересуюсь людьми и устройством человеческой души, и устройством общества, и это прямо является, ну, главными, наверное, темами моих исследований. И в особенности современностью. Да? Я небольшой специалист по истории, и на самом деле футурология тоже интересует меня постольку-поскольку. А вот понять, почувствовать те изменения, которые сейчас в обществе происходят, в отношениях между людьми, в отношениях между полами, в отношениях между поколениями. И главное, попытаться чуть-чуть вот заметить намечающиеся сейчас какие-то сломы или тренды. Вот это то, что меня действительно очень интересует. И это любопытство по отношению к людям, заинтересованность в них меня и подтолкнуло, наверное, к журналистике в известной степени. Плюс к желанию путешествовать и погружаться в какие-то необычные опыты, проживать как бы вот хотя бы коротко чужие жизни. И это же меня подтолкнуло, наверное, сочетание этих вот факторов к литературе. Нельзя сказать, чтобы напрямую я заимствовал какие-то инструменты из своей журналистской деятельности в литературе, да, но поскольку я журналистом был новостником, политическим, политика — это то, что очень меня тоже интересует, это то, что я люблю вплетать в даже какие-то личные или приключенческие сюжеты. Дмитрий Алексеевич, спасибо, что посетили нашу студию, ответили на наши вопросы. А я напомню, что гостем сегодняшней программы был известный российский писатель Дмитрий Глуховский. Оставайтесь на нашем телеканале.